Как вы думаете, откуда берутся инфоповоды в горе новостей? Вот, знакомьтесь, это Маршал, это щенок нашего режиссера. И именно про породу хаски будет наш сегодняшний сюжет. Последние десятилетия хаски стали набирать огромную популярность. Их держат в квартирах и домах, показывают на выставках. Это была мечта всей моей жизни. Однако необычайная красота, яркий окрас и синева глаз появились недавно и были выведены селекционерами исключительно для выставок. Современные хаски – это потомки ездовых собак, а если точнее, эскимосских хаски. Само название хаски можно трактовать как искаженные эски, так раньше называли эскимосов. Это порода собак родом из Дальнего Востока, где люди активно промышляли охотой и рыбой. И в этом деле им помогали четвероногие друзья. Хозяин содержал как минимум 9 псов, именно столько необходимо для собачьей упряжки. Ну, хаска – это больше беговые, северные собаки. Им надо, чтобы было холодно. Они любят холод, любят очень бегать, очень любят детей. Почему ты решил заняться разведением собак? Ну, не знаю, захотелось, чтобы таких собак было у нас в нашем регионе побольше, чтобы они доставляли радость в семью, радовали детей, катали детей на санках. Как обычно у нас собака катает каждую зиму, из полквартала у нас катает, и все радуются. Знакомьтесь, это Джека, классическая северная собака. Она умная, но может быть упрямой и независимой. Она комфортно живет в вольере, но нуждается в постоянной нагрузке. Поэтому частое развлечение Джеки – катать детей на санках, как и подобает настоящей ездовой собаке. Ведь если не давать собаке нужное количество нагрузки, со временем она может стать неуправляемой. В этом году у Джеки произошло пополнение, родились 5 щенков. А Маршал, кстати, один из ее сыновей. Сколько всего было щенков? 5. И почему я их люблю? Потому что они милые, красивые, такие постоянно любят побегать, попрыгать. Чем вы их обычно кормите, расскажи. Вообще мы им готовим кашу Геркулес, чтобы они вот ее очень любят. Они еще пьют молочко мамы. Расскажи, за ними вообще сложно ухаживать? Нет, потому что они живут в вольере, и то, что за ними ухаживает Джека, поэтому за ними вообще не сложно ухаживать. Как говорил Антуан де Сен-Экзюпери, мы в ответе за тех, кого приручили. Взять домой питомца – это большая ответственность. Поэтому стоит 100 раз подумать, прежде чем сделать такой важный шаг. Несмотря на их свободолюбивый, иногда строптивый и вредный характер, таким глазам, мне кажется, просто невозможно отказать. Аня Шушакова, Руслан Бекбаев. Специально для горы новостей.